Удивительный факт. Мозг производит достаточно электричества, чтобы загорелась небольшая лампочка. А мозг Александра Друзья наверняка смог бы осветить всю нашу большую республику. Хотя у нас в Коми хватает и своих светлых голов. Гость нашей студии сегодня Алексей Рогачев, председатель Лиги интеллектуальных игр Республики Коми. Добрый день. Добрый день. Вот юбилейную игру «Что, где, когда» выиграла квиз-команда. Финал. Да, финал. Квиз-команда выиграла «Тигры разума». Вот каким это было удивлением? Многих это поразило, просто насколько мы знаем. Да, самих ребят это, безусловно, поразило. Но, кстати, это не такая удивительная история. У нас за нашу десятилетнюю биографию были примеры, когда команда приходила в игру и в юбилейном, в дебютном сезоне сразу выигрывала чемпионство. Это был далеко не самый первый сезон. То есть и такая команда была в прошлом году. В прошлом году у нас чемпионат республики, например, выиграла школьная команда «Два оттенка радуги». Вот они пришли в сезон, сыграли один сезон, и сегодня они уже все студенты. Так что ничего удивительного в этом совершенно нет. Получается, опыт в этом плане форы большой не дает. Ну, опыт нарабатывался в течение отборочных игр, потому что финальная игра – это финальная игра. До этого у нас с января по октябрь шли отборочные игры, и вот тогда команда набирала опыт и набивала шишки. Ну, в итоге, как оказалось, все было не напрасно, «Тигры» стали чемпионами. Если говорить в целом об интеллектуальных играх, вот какие есть и какие популярны в нашей республике? Может, какие-то совершенно вот за 10 лет, не хотят ни в какую приживаться? Ну, у нас есть в интеллектуальной среде такая большая тройка. Это «Что, где, когда», «Брейн-ринг» и «Своя игра». Остальное все крутится вокруг всех этих форматов. То есть там есть эрудит-квартет, есть формат «Тройка», который придуман в Беларуси. Есть варианты типа «Ворошиловский стрелок» или там «Хамовнический стрелок». То есть кто на что горазд. Мы играем, в общем, в эту большую тройку, причем, наверное, «Что, где, когда» в большей степени, а «Брейн-ринг» свою игру в меньшей. Не то чтобы они не приживаются, просто, наверное, у нас нет на это каких-то, может быть, дополнительных ресурсов, времени или, допустим, желание людей. Я знаю абсолютно точно, люди хотят и играют в командах, но когда надо сидеть в одиночку, как в своей игре, и отвечать на вопросы, они просто боятся это делать. А вот не огорчает ли тех, кто всем сердцем любит «Что, где, когда», такое распространение игр типа квиза? То есть это как будто кажется какой-то недожанр, нет? Нет, по сравнению с «Что, где, когда». Нет, слушайте, это жанр, он как бы сам по себе жанр, да, то есть «Что, где, когда» отдельно, квизы отдельно. В квизы и в «Что, где, когда» играют, в общем-то, одни и те же люди, то есть их достаточно много. То есть не то, что не огорчает, да? Такая... это взаимодополняет, что ли. Это совсем другой жанр, совсем другой тип вопросов, и развиваться нужно по-разному. Я играю в квизы, меня это совершенно не огорчает. Такая конкуренция. Как говорил Мао Цзэдун, пусть цветут все цветы. А детям нравится играть в интеллектуальные игры? Или все-таки наши дети, они в большей степени, не знаю, подвижные, подрастающее поколение? Вот у нас дети очень активные, им нравится это делать, безусловно, и у нас есть взрослый чемпионат республики и школьный чемпионат республики. Взрослый в кавычках, потому что там нет ограничений, тоже школьники могут принимать участие. В финале, например, была одна школьная команда, Чижирский кот. У нас больше сотни команд в республике школьников, они играют с Воркуты на севере и до Визинги на юге, играют в большом количестве мест, и я думаю, что это очень хорошо. А за пределами республики как они себя показывают? За пределами, если по взрослым командам там сложнее, конкуренция гораздо выше, и там, конечно, есть такие прям интеллектуальные центры у нас в стране, вроде как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. А по школьникам это вполне конкурентная среда, и у нас есть команда Ultima Team, например, из действующих, которая на сегодняшний момент является призером чемпионата России и мультимедалистом чемпионата Европы по интеллектуальным играм. Это самый высокий по статусу турнир. Так что есть чем гордиться и есть с кем конкурировать. Какое-то время назад все поголовно играли в КВН. Ставите ли вы какие-то планы, Лига, ставит ли, чтобы в республике Коми, может быть, через пару лет все поголовно играли в интеллектуальные игры? Это очень здорово. Если так будет, это будет очень здорово и очень приятно. И я для себя в какой-то момент времени решил, что «Что, где, когда» — это скорее такой социальный проект, потому что мне очень хочется, чтобы действительно в эту игру играли все. И поэтому
я пошел по количеству, а не по, может быть, нарастанию сложности вопросов. То есть мне очень хочется, чтобы играли села, деревни, ну, города уже играют. И поэтому... Ну, то есть вы делитесь наработанными вопросами с селами? Ну, у нас такой формат. Я как организатор собираю пакет, мы называем это пакет вопросов, и рассылаю его по площадкам, по представительствам. К счастью, ездить не надо, уже есть представители, есть хорошие ребята, которые проводят игры в Ухте, в Усинске, в Воркуте, в Печоре и так далее. На первых порах первый председатель лиги Антон Колесников ездил, это было очень тяжело, он каждую неделю куда-нибудь выезжал. Сегодня, к счастью, можно сидеть дома и заниматься такой вот организационной работой. Вот. Ну, каждый раз вопросы должны быть, конечно, новые, потому что все читают интернет, все смотрят сети, поэтому надо подбирать вопросы, которых там нет. Спасибо большое, что пришли в студию. Я надеюсь, что все-таки интеллектуальные игры будут все больше и больше популярность приобретать. Спасибо вам за то, что вы позвали. Спасибо.